сегодня Гагаузская народная партия проводит свое первое мероприятие совместно с благотворительным фондом «Виктория». И я хочу сегодня поблагодарить всех наших спонсоров, меценатов, которые нам помогли, потому что наша партия еще счет не открыли. Надеемся, что на этой неделе будет открыт счет, и мы тогда сможем уже самостоятельно проводить. Поэтому благодарим, значит, общественную организацию, меценатов, которые нам помогли. Спасибо. Дорогие друзья, мы специально выбрали первое мероприятие, именно посвященное 9 мая, потому что у нас, в принципе, в Гагаузии и все гагаузы, которые проживают во всем мире, этот праздник, который мы чтим всех павших воинов Великой Отечественной войны, благодарим наших дедов, благодарим всех тех людей, которые отдали жизнь, чтобы у нас была светлая жизнь. Сегодня отмечаем 80 лет ко Дню Победы, поэтому хочу всех поздравить. Вначале хочу предоставить слово председателю Народного собрания Харламенко Анна Харламовна. Пожалуйста. Здравствуйте, мои дорогие. Я очень давно болею и практически никуда не хожу, но сегодня с удовольствием пришла для того, чтобы поздравить, поприветствовать и пожелать доброго всего жизни. Добрый день. Очень красивый праздник сегодня отмечают люди, которые выступают за единство, за мир, за труд, за то, чтобы дети росли в нормальном, красивом обществе. И наши Гагаузия в числе православных. Даже погода не помешала сегодня собраться огромному количеству людей, которые пришли в памятник, чтобы отдать дань почтения всем, кто сложил свою жизнь за победу. 80 лет, это вроде как было очень давно, но видите, в каждом сердце этот праздник живет. В каждом сердце есть отклик. Почему? Потому что этот праздник очень много принес добра миру, принес свет, но и положил очень много жизни. Поэтому сколько будет жить человек, сколько памяти останется этот день, потому что в каждой семье были люди, которые сражались на поле похода. Я о войне узнала еще с самого детства, не по книжкам. Наша мама рассказывала, вот там, где сейчас Свиновцы находится, там когда-то был клуб сельский, городской, сельский. И там, когда освободили Кабрат, там был госпиталь. И молодых девочек, мама была тогда молодым, 16-летней девчонкой, их всех пригласили ухаживать за ранеными. У нее была подружка, которая была 18, а маме 16. Ее, казалось, не должны были согласиться брать, но она сходила помогать тете Иванке, ее подружке. И вот она рассказывала, что такое война. Она видела раненых, она видела вот эти ужасы, она видела вот этих ребят, которые вставали из-за контузии и бежали аж до озера. И, кстати, тетя Иванка как раз с таким молодым лейтенантом у нас в Солдате познакомилась, и вышла впоследствии за его замуж, потому что бегала за ним до озера и добегалась, как говорится. Вот. И мама нам все это рассказывала, и я после этого много книг читала и думала, как такое может быть? Как может быть война? Как могут убивать? Как может быть вообще вот такая ситуация? Вот. А потом, когда у нас начались события, помните, в 90-е годы, и когда к нам приезжали военные вертолеты, когда была сирена, было слышно, как-то это, в общем, пронималось. Но и сейчас в мире не так спокойно, и сейчас в мире тоже происходят разные катаклизмы. Вот, поэтому мы уже сами ощутили, что это такое, что это может быть, что это такое есть. И вдвойне, наверное, с большим трепетом мы будем отмечать и будем понимать, что такое День Победы.
Ну, это прежде всего победа человека над собой, потому что положить жизнь за страну, за мир, за детей, за хорошее будущее, это нужно прежде всего иметь мужество, это нужно прежде всего проявить героизм, это нужно прежде всего расстаться с жизнью, даже если это надо для Родины. И вот сейчас я давно не выходила на улицу, но сейчас уже немножко хожу, и заметила, что у нас появились даже плакаты. Плакаты с фотографиями, на которых наши с вами земляки. А то очень много лет, долгие годы, как бы так замалчивалось вот это вот участие гагаузов во время войны. А они участвовали, они были среди всех советских людей, и поэтому очень правильно сделали, что вот эти портреты повесили. Ну и очень замечательно, что вы сегодня все собрались. Такой знаменательный день, 80 лет Победы, и чтобы в каждом из вас проснулось вот это чувство гражданственности, человеколюбия, мирного человека. И партия, которую создали долгожданная Гагаузская народная партия, начинает свои публичные встречи, публичные массовые мероприятия именно со Дня Победы. О чем это говорит? Это говорит о том, что Гагаузскую народную партию тоже ждет победа. И вы сделали правильный выбор. Чем я вас поздравляю. Всем желаю, ну, мы, в принципе, смотрите, говорим и на русском языке, и на гагаузском языке, некоторые уже говорят сейчас на молдавском языке. Вот, у нас внутри единое сердце. Наше сердце, в принципе, с нашей страной, с молдавским государством. У нас замечательная страна, и у нас очень много друзей в мире. Друзья у нас и Россия, друзья у нас и Турция. Вот, в первую очередь, которые нам всегда помогали, поддерживали, и с которыми мы всегда как в единстве и в понимании. Я надеюсь, что это все сохранится. Нам нужны все. В принципе, народ гагаузы мирный, дружелюбный, вы сами это себе знаете. И поэтому я бы хотела, чтобы мы научились дружить со всеми. Пусть Гагаузская народная партия найдет такую тропинку в сердцах каждому, чтобы взаимодействие, сотрудничество отражалось не только на работе, но и на нашей жизни, на вашей жизни, на жизни детей, чтобы мы получили с вами какое-то хорошее, доброе общество, которое будет служить для мирных целей, для созидательного труда и для сохранения нашей культуры, наших традиций, нашего языка и нашего доброго отношения друг к другу. Ничего в мире нет важнее доброты. Поэтому сохраните вот эту доброту. И вот это единство, которое я сегодня вижу, которое вы проявляете. Многие говорят, ну вот зачем создаются партии? Я с этим не согласна. Партии должны быть, потому что это консолидация силы, это консолидация возможностей, это консолидация действий. Один пульный воин, вы знаете, когда собирается большая масса людей, то тогда есть возможность что-то сделать. А в составе партии это и дисциплинирует, это и дает возможность выйти где-то на большую площадку, потому что в одиночестве человек не может достучаться до всех дверей, которые можно открыть вместе, в единстве сообща. Я смотрю на вас, у вас все такие хорошие, добрые лица, значит, вы все очень по-хорошему, доброму на жизнь настроены и пришли друг друга обнять, друг друга поздравить и нацелиться на какую-то дальнейшую добрую жизнь. Что я вам желаю. Не болейте, пожалуйста, будьте рядышком, плечом к плечу. И пусть у нас будет на всей планете Земля много-много друзей нашего гагаузского народа и у Гагаузской народной партии. Спасибо. Спасибо, Светлана Харлампевна. Слово предоставляется заместителю председателя Народной партии Ивану Федоровичу Крыльчику. Мы рожденные в СССР. Добрый день, уважаемые друзья. Разрешите мне поздравить вас с 80-летней годовщиной Великой Победы. Эта Великая Победа нам досталась от наших отцов, дедов, прадедов.
о которой мы с честью говорим, помним и гордимся ими, гордимся тем, что мы есть благодаря им. Что такое победа? Победа — это мы, которые сидим здесь. Победа — наша Гагаузия, наша страна. Победа — наши дети и внуки. Поэтому я считаю нашим долгом каждого из нас передать эту победу нашим детям, нашим внукам. Мы обязаны это сделать. И сегодня, такой день, как 9 мая, у нас совпало вот наше первое мероприятие нашей Гагаузской народной партии. И от всей души вам большое спасибо, что вы поддержали, что вы здесь, несмотря ни на погоду, как говорил Коля сегодня, мать состоится в любую погоду. Так что вам большое спасибо, что вы приехали, что мы все вместе. Я надеюсь, что в скором будущем нас будет десятки тысяч. И это будет. Верьте в это. Потому что мы делаем благое дело. Мы защищаем свою автономию, свою нацию, свою страну. Еще раз вас поздравляю с Днем Победы. Всем счастья, здоровья и долгих лет жизни. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется председателю первичной организации муниципии Чедорунга Людмила Павловна Горошко. Добрый день, уважаемые друзья, соратники. Я хотела бы несколько остановиться на том, что действительно этот праздник — это дань памяти павших. 80 лет наши дети, внуки спят под мирным небом. И мы хотим, чтобы это небо было голубым и дальше. Я родилась и выросла на Винничине, рядом, где была ставка Гитлера. И не понаслышке, от бабушки, от матери. Я знаю, что такое война. Это Хатынь, это Брестская крепость, это Мамаев курган, это Курская дуга, это Сталинградская битва и так далее. Это тысячи и тысячи погибших людей. В 1944 году, 8 мая, пропал без вести мой дедушка, принимая участие в Ясско-Кишиневской операции. Моя мама очень часто слушала стихи, которые мне запали в душу и остались в памяти навсегда. Я не помню, как все это было. Помню, мама осталась вдовой. А когда я шалила, она говорила: отец недоволен тобой. Я бы отдала все, чтобы один только раз мне увидеть в живых дорогое лицо. Много нас, что по снимкам знакомы с отцом. Нет дедушки, нет уже отца и матери, но дело отцов и матерей продолжаем мы, продолжают наши дети. Мой сын, который носит сегодня имя своего деда Максим, потому что память таких, как мой дед, жива. И я надеюсь, что мы с вами, создав нашу народную гагаузскую партию, сохраним это мирное небо. Ибо все действия, которые мы производим, которые мы осуществляем, направлены во благо мира, счастья и будущего наших детей. С праздником, уважаемые друзья! Слово представляется Николаю Георгиевичу Кенигелян из Бессарабки. Он является заместителем председателя Гагаузской народной партии, сам из Бессарабки, поэтому все бессарабские гагаузы вместе с нами. Николай, пожалуйста. Заман Хайен Улсун, Сайгалы. Всем добрый день. Сегодня в самом деле памятный день, 80 лет Великой Победы, победы над фашизмом. И в том, что сегодня весь мир празднует эту память, дает дань уважения, дань преклонения перед героями, перед павшими. Эта память будет на века. И прекрасно, что мы
потомки наших победителей, мы несем с гордостью, несем эту память и передаем нашим детям, нашим внукам. Я хочу сказать, вот здесь очень хорошо было сказано обо всем, но я тоже помню, как и мой отец, мои родители из Камрата, и мой отец еще маленьким, дедушка водил его за руку, и когда в Камрате вот эти все события были Великой Отечественной войны, в Гагаузии, в Буджакской степи здесь, и когда в итоге было освобождение, все это в памяти, все это перерассказывалось, вот с таким трепетом, с таким гордостью, с такой победой, вот в том, что наконец-то все закончилось, вот эти многие годы, 3-4 года закончилось, и вот именно здесь, на нашей Буджакской степи, наступил мир, День Победы. Вот это мы должны нести и передавать, потому что это война, которая унесла по разным историческим данным 20 миллионов, 30 миллионов, сейчас говорят порядка 50 миллионов жизней, она незабываема. И то, что мужественно и гордо, и именно Молдова многонациональное государство, где свою лепту вносили многонациональный народ, и в частности и молдаване, и русские, и украинцы, и гагаузы, где порядка где-то 50 тысяч, 53 тысячи жителей Молдовы, в том числе и гагаузы, внесли достойную лепту в победу этой великой победы. Я хорошо помню, где-то лет 10 назад имел честь быть в гостях у человека, ну это было где-то часов 10 вечера, вот он сам был разведчиком гагаузско-фронтовым, вот, и он, значит, показал мне орден Красной Звезды, вот перед Богом, орден Красной Звезды и 2 ордена Славы. И он говорит, ему хотели дать героя Советского Союза, но из-за того, что он имел строптивый характер, но мы, гагаузы, гордый, мужественный народ, у нас такой особый характер. Вот и он, значит, ему не дали это все, и он с памятью все это рассказывал. То есть рассказы наших дедов, прадедов, наших отцов, это все в памяти остается. И это прекрасно, хорошо, что мы сегодня собрались и чтим эту память, потому что она на века. И в это время сложное, сейчас время далеко не простое. Не только здесь, на юге, в Гагаузии, в Молдове, да и во всем мире. Мы это все ощущаем, мы все это видим, знаем. Вот. И именно сейчас очень хорошо, без громких слов, очень искренне, патриотично в том, что создана наша партия, Гагаузская народная партия, в том, что она есть. И вот благодаря вам будущее обязательно будет. И самое главное, мы должны быть едины. Мы должны объединяться. Мы должны понимать прекрасно, что сейчас нас разъединяют. Сейчас очень к нашему стыду делят на своих и чужих и так далее. И вот мы должны показать этот пример. Мы, гагаузы, должны показать этот пример, что именно в единении сила. И будущее однозначно будет за нами, за нашей Гагаузской народной партией. Мы должны смело, мужественно идти вперед, тем более без громких слов, когда есть вы, когда есть руководство партии в лице нашего председателя Николая Харлампиевича, примера во всем. Поэтому, дорогие мои, всех с праздником, искренне, гордо, памятно, патриотично. Мы должны гордиться друг другом. Мы должны идти вместе, победоносно и только вперед. Будущее однозначно за нами. И гагаузы покажут пример, как они показывали нашей прекрасной Молдове, в том, что именно на юге страны, на этой Буджакской степи живут миролюбивые люди, миролюбивый народ, и которые желают добра, мира, благополучия и процветания. Всех с праздником, здоровья и только вперед! Кто представляется генеральному секретарю Гагаузской народной партии Николай Петрович Телькис. Уважаемый Николай Харлампиевич, дорогие друзья, душа радуется, что наша новая семья
сегодня собралась именно в этот знаменательный день. Мы сегодня вместе отмечаем и празднуем 80-ю годовщину великой и славной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это символ мужества, стойкости, героизма, подвига советского народа, единства советского народа. Наш святой долг – это помнить, чтить светлую память, те, которые ушли в иной мир, но они нам подарили эту светлую жизнь. Я считаю, что наша семья в состоянии будет в перспективе убедить наш народ, что у нас один правильный путь, только вместе, в единстве, которые будут продолжать наше молодое поколение, которое сегодня с нами. И это тоже нас радует. Мы этому верим. Я считаю, что сегодняшнее мероприятие еще раз нам напоминает всем нам, что только в единстве мы сможем, добьемся своих заветных, верных планов действий. Поэтому примите мои тоже искренние поздравления, самые добрые пожелания. Дай Бог вам всем здоровья, добра, счастья, семейного благополучия, верности нашим отцам, дедам и прадедам. Еще раз с праздником вас всех! Дорогие друзья, я хочу, чтобы все слышали, я хочу, чтобы вы все передали во всех населенных пунктах, вся Гагаузия, вся республика должна знать, что Гагаузская народная партия, Гагаузская партия сегодня отмечает День Победы, именно День Победы, а не по-другому. Историю поменять мы не дадим. Мы будем это передавать с поколения в поколение, и в этот день мы будем чтить память всех тех людей, которые отдали жизнь для того, чтобы мы сегодня были, для того, чтобы мы были счастливы, для того, чтобы мы воспитывали своих детей, близких. С Днем Победы! Уважаемые друзья, я хочу немножко остановиться и дать маленькую информацию. Гагаузская народная партия образовалась 6 марта. Прошло 2 месяца, да? Чуть более, 3 дня. 2 месяца, 3 дня. В наших рядах уже 2500 человек. Мы успели открыть уже 15 первичных организаций. Запланировано открыть 40. 35 в Гагаузии, в дальнейшем Приднестровье, где очень много наших земляков, в Кишиневе, где есть гагаузская община, в России, Турции и в Европе. Мы планируем, что наша партия к сентябрю, когда пойдут парламентские выборы, расширится. Мы планируем, что более 10 тысяч человек вступят в нашу партию, потому что звонят отовсюду. Звонят как с Гагаузии, звонят из многих районов Республики Молдова, потому что наша партия свою работу, в принципе, в основном будет планировать и работать в самой Гагаузии, но у нас есть много смешанных семей, наши дети, наши внуки, которые проживают в других районах. Поэтому мы призвали всех гагаузов мира, объединиться, создав Гагаузскую партию. Это начало объединения всей нашей нации. И хочу сегодня сказать, что мне очень приятно и поблагодарить всех учредителей Гагаузской партии. Мы доказали всему миру, первый шаг сделан. Мы смогли зарегистрировать Гагаузскую народную партию. 30 лет мы слышим, что наши центральные власти, руководство всегда говорили, что гагаузы это нас меньшинства. Сейчас некоторые говорят, что мы община просто. Но мы зарегистрировали Гагаузскую народную партию в государственном органе, доказав всем, что если зарегистрирована народная партия Гагаузии, значит мы народ. Мы народ, который проживаем на территории Республики Молдова. И у нас очень много есть людей, которые нас поддерживают, которые живут за пределами Гагаузии. Мы обязательно впервые в жизни Гагаузия пойдет на парламентские выборы, имея представителей со всех 26 населенных пунктов. Мы включим в списки всех наших людей, со всех сел, со всех городов. Все 101 человек в списке, которым пойдет Гагаузская народная партия в парламент, там будут представители Гагаузии. Там будут представители наши, которые живут в России. Представители, которые живут и в Приднестровье, и в Европе, и в других местах. Но наши гагаузы,
Поэтому объединение гагаузов, это говорит о том, что мы сегодня хотим в дальнейшем решать свою судьбу сами. Мы больше не будем передавать наши полномочия другим посредникам, чтобы решали вместо нас. Я считаю, что образовавшаяся Гагаузская народная партия стала наравне. Это такая же победа, как 30 лет назад, когда Гагаузия получила закон о своем правом статусе, то есть гагаузскую автономию. Тогда, к сожалению, большое спасибо нашим аксакалам, что они добились этого, но, к сожалению, тогда Гагаузия не смогла открыть Гагаузскую партию, не добились этого. И 30 лет нас все использовали. Использовали все. Имея такие полномочия в нашем законе, мы сегодня потеряли все. Потеряли, потому что нас защищали такие друзья, которые говорили, что мы всегда за вас, а приходя к власти, все забирали. Сегодня можно смело сказать, что Гагаузия потеряла все законцентрированные службы. Сегодня даже звонить сегодня скорую помощь нужно через коммутатор Кишинев. Скорая рядом за углом, а мы звоним через Кишинев. Мы потеряли налоговую службу. Как открывать рабочие места? Как привлекать инвестиции, если Гагаузия автономия, но мы не имеем свою налоговую службу? Мы не имеем гагаузскую таможню. Мы практически сегодня отдали все силовые структуры. Если раньше начальник СИБа, начальник УВД были членами исполкома, то сегодня их там нету, они даже не приходят на заседание исполкома. Поэтому, будущие уважаемые друзья, объединившись всех Гагаузскую республику, идем вместе, надеемся на себя и уверяю вас, в сентябре мы сделали первый шаг, открыв партию. Второй шаг, я уверен, что мы вместе с вами, со всеми жителями Гагаузии, в сентябре сделаем второй шаг. Второй шаг, и Гагаузская партия пройдет в парламент. И уверяю вас, что все проблемы, которые у нас есть, все закончатся. Мы вернем наши полномочия. Появятся гагаузские министры, гагаузские послы. И наши дети в дальнейшем смогут работать во власти, и в правительстве, и министерствах, и департаментах. Потому что, уверяю вас, тот путь, который мы выбрали, он единственный правильный. Поэтому мы призвали сегодня всех наших политиков оставить свои партии. Мы отлично понимаем, что те люди, которые уже 5-10, много лет находятся в каких-то партиях или создали свою партию, конечно, с первого дня не согласны с нами. Но тот путь, который мы сделали, и сегодня мы стали именно теми людьми, которые, призывая гагаузских политиков объединиться, мы готовы сделать шаг назад. Я готов, как лидер партии Николай Рамович Дудоглу, быть 7-м, 8-м, 10-м, а может даже 50-м. Лишь бы для того, чтобы гагаузские политики объединились. И каждый человек, каждый гагауз должен знать, что гагаузская партия не создана для одного, для двух человек. Гагаузская партия создана для всей Гагаузии. Поэтому сегодня мы проводим наше первое мероприятие. Но мы дальше будем проводить много мероприятий. Что гагаузская партия – это большая гагаузская семья. Мы будем вести гагаузскую политику, правильную политику. Наш основной девиз – мы не против кого-то. Мы не собираемся с кем-то ругаться. Мы не собираемся кого-то пачкать. Мы не против кого-то, мы за Гагаузию. Мы всем будем объяснять и уже объясняем, что наше будущее связано только с нами, с нашей партией. Поэтому мы призываем всех людей, всех политиков объединиться и в дальнейшем решать судьбу самостоятельно, без поддержки каких-либо партий. Потому что мы видим, что на выборах мы отдаем власть сначала одной партии, потом другой партии, якобы они нам помогают и что-то и делают, ну а потом, пройдя в Гагаузии сегодня 10 населенных пунктов, все калитки закрыты. Люди сидят дома, боятся выйти на улицу, потому что придет полиция. Сильно помогли, испугали весь народ, а еще следующий шаг, который еще и пересадим наших бабушек, дедушек или отнимут их дома. Поэтому путь гагаузские политики решать наши вопросы и в Москве, и в Анкаре. И те люди, которые помогают Гагаузии, они должны помогать через гагаузскую власть, чтобы наши люди, получая помощь, могли спокойно спать, воспитывать своих детей и надеяться только на лучшее. Дорогие друзья, сегодня наше первое мероприятие, я сказал, что наша партия образуется в большую гагаузскую семью. Для того, чтобы дальнейшая партия работала, все знают, что нужно финансирование, правильно? И все ждут этого, и появились многие наши недруги, которые нас начали уже пачкать. Но я вам скажу, что за нами никого нету, кроме вас.
кроме гагаузского народа. Мы призвали всех членов партии платить членские взносы. Это немного, это 10 лей. Да, 10 лей это возможно каждому пенсионеру заплатить в месяц. 120 лей в году. Но эти 10 лей, которые дадут возможность, чтобы гагаузская партия никогда не сходила с правильного пути. Нам не нужны за нами, чтобы были олигархи, чтобы показывали или указывали нам, как жить. Мы не хотим стать марионетками чьих-либо больших властных политических кругов. Мы хотим быть свободными для того, чтобы решать нашу судьбу. Поэтому призываю всю Гагаузию войти в гагаузскую партию. Часть этих средств пойдет именно для поддержки нашего населения. Мы уже это делаем. Чтобы наши люди, которые вошли в партию, чтобы знали, что не дай Бог пришла беда, в любое время можно обратиться в свою родную партию, и мы всегда будем рядом. Кому-то на лечение, кому-то на операции, на другие нужды. Мы планируем большую работу проводить с нашей молодежью. Сегодня мы проведем первые спортивные мероприятия, но в дальнейшем наша молодежная организация будет очень сильно расти, увеличиваться. Мы будем проводить международные организации, чтобы наши дети выезжали на конференции и в Россию, и в Турцию, и в Европу, и в другие страны, воспитывать ребят, чтобы они правильно выбирали свою профессию. Студенты, когда закончат обучение, чтобы не уезжали, чтобы мы помогали им устроиться на работу. Путь дальнейшей гагаузской партии — быть всегда рядом с каждым человеком. Каждый член партии, Гагаузской народной партии, должен знать, что он является членом семьи Гагаузской партии, и любое время, что бы у него ни случилось, какая проблема ни была, горести и радости, всегда мы будем рядом. Именно мы, те люди, которые всегда жили и живем вместе с вами. Не те, которые приезжают только на выборы с большими чемоданами, а потом мы их и найти не можем. Или же те политики, которые приходят и со всеми ругаются. Мы видим, что случилось в соседней стране, Украине. Россия, наши братья. Украинцы тоже наши братья. Мы жили в одной стране. И что случилось? Это политики довели. Поэтому мы в нашей стране не допустим, чтобы политики сегодня развернули противостояние и всегда Гагаузию толкали именно вперед для того, чтобы появлялись большие проблемы у наших детей. Гагаузская партия идет сегодня к власти. Мы участвуем на парламентских выборах. И хочу сказать, чтобы наши люди во всех населенных пунктах начали готовиться на выборы парламентские, то есть народное собрание Гагаузии. Обязательно будем участвовать в каждом населенном пункте. 2 года уже прошло, местные выборы быстро проходят. Через 2 года новые выборы примаров, новые выборы совет. Поэтому вместе с вами мы уже начинаем готовиться дальше. Я верю, что объединившись всю Гагаузию, мы сможем объединить всех, и Гагаузия получит то, что заслуживает. Я скажу, что гагаузский народ один из самых трудолюбивых людей. Гагаузы всегда очень добропорядочные, гостеприимные. Но, к сожалению, жизнь не меняется. Мы потеряли почти всю золотую молодежь. Те, которые ребята заканчивают на отлично, уезжают на заработки. И мы помним, что уезжали раньше один член семьи, или мать, или отец, да, но в дальнейшем приезжали назад. Сегодня уезжают семьями. Сегодня уезжают семьями, забирают детей. Потому что если мы сойдем с этого пути, мы потеряем нашу автономию. Дорогие друзья, хочу остановиться сегодня на программе. Программа, которая сегодня состоится. Первый раз, еще раз хочу поблагодарить и камрадчан, и все те населенные пункты, которые приехали. Те, которые не смогли, мы созвонимся. Мы обязательно с ними переговорим, их поздравим. И попросим, что они поздравили всех жителей с 9 мая, с 80-летием Великой Победы. Сегодня наше мероприятие, закончив митинг, в дальнейшем, все желающие, кто хочет, будет записаться шахматы. Николай Иосифович Подометьевич, он ответственный, но к нам приехала и чемпионка республики Анна Кендигелян. Подометьевич, пожалуйста. Анна Кендигелян, чемпионка республики, которая тоже будет сегодня участвовать на этих соревнованиях. Ну, естественно, покажет мастер-класс. Спасибо большое, что они вместе с нами. Мы сегодня проведем впервые, и в дальнейшем по традиции будем проводить много праздников. Перетягивание канатов. Участвует 6 человек. Конечно, мы в дальнейшем будем устраивать соревнования между населенными пунктами, но сегодня к этому не готовы. Поэтому любые 6 человек, которые собрались 6 человек,
пошли, записались. У нас, значит, перетягивание канатов проведет Иван Федорович Гальчик. К нему можно будет подходить. Команда собрала 6 человек. Они будут награждены медалями, кубками. Подтягивание гири. Также будет проводиться подтягивание гири. Ответственным будет Иван Иванович Муткогло. И, конечно же, традиционная гагаузская борьба. Вольная борьба. Значит, у нас абсолютно много ребят, которые занимаются вольной борьбой, являются призерами чемпионата мира Европы. На соревнованиях будет участвовать Григорий Маленков, призер Республики Молдова, Яков Юрий, который вот здесь, видите, они нам помогают, тоже призер Республики Молдова, чемпионы, призеры. Будет участвовать Евгений Неделко, участник Олимпийских игр. И многие наши спортсмены, которые боролись на международных соревнованиях, имеют много титулов чемпионатов Европы и мира. Поэтому такие соревнования мы будем проводить и в дальнейшем. Дорогие друзья, соревнования будут проводиться, но мы не забыли, что сегодня такой день, что 9 мая всегда наши солдаты во время войны каждый день была каша, да, военно-полевая каша. И 100 грамм фронтовых. И, конечно, это сегодня тоже будет. Поэтому у нас это мероприятие будет проходить в этом зале. Она будет проходить более 3 часов. Поэтому никто не спешите, не столпитесь. Ну, а для того, чтобы вы сильно не обиделись, ну, полевая каша у нас гагаузский булгур. Ну а 100 грамм фронтовых это уже крапа. Гагаузы уже сделали несколько шагов вперед. Поэтому, дорогие друзья, я очень хочу, чтобы вы сегодня пообщались между собой, побывали на наших соревнованиях. Не важно, что у нас полгода чуть-чуть ветер, дождь шел, но это к добру. Дождь всегда это хорошо, все мы его ждали. Поэтому слава Богу, что дождь пошел. Дай Бог, чтобы часик-два дал возможность нам, Божий Кашу, провести наше спортивное мероприятие, чтобы все остались довольны. Всех еще раз поздравляю с великой победой. Этот день мы должны передавать всем нашим детям, внукам, что войну выиграл у фашизма Советский Союз. И мы все являемся жителями Советского Союза, или же наши дети, внуки, которых мы воспитали. Поэтому дальше и дальше передаем всем, что 9 мая это День Победы. Спасибо всем. Музыканты, музыку, День Победы, постучи там.